11 января средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,23 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,96 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2302 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,9668 до 11,16 сомони, 1 российский рубль от 0,1460 до 0,1490 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на 1% после неожиданных данных ОПЕК о сильном росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent составила $79.36 за баррель, марки ВТИ $74.35 за баррель. Цена на золото в среду утром умеренно растет, следует из данных торгов. В четверг инвесторы ожидают статистику по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара и котировки драгоценного металла. Цена составила $1881.25 за тройскую унцию. Компания Барки Тоджик Таджикистана и Бришно Афганистана согласовали поставки таджикской электроэнергии в Афганистан в 2023 году. Соответствующий документ был подписан накануне 10 января в Турции. Документ подписали глава Барки Тоджик Мухаммад Умар Асазода и представитель компании Бришно Мулло Мухаммад Ханиф Хамза. Пока неизвестно, о каких объемах поставки электроэнергии из Таджикистана в Афганистан в 2023 году идет речь. Афганистан является одним из основных покупателей таджикской электроэнергии. В первом полугодии 2022 года Таджикистан поставил в Афганистан свыше 730 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Другие подробности нового контракта не сообщаются. Объем выделенных банковской системой Таджикистана в 2022 году кредитов населению, в том числе предпринимателям, составил 14,1 миллиарда сомони. По данным финансового сектора страны, за последние годы растет объем кредитов, сбережений и количество заемщиков. В частности, число заемщиков с 564 тысяч в 2018 году достигло 2 миллионов 336 тысяч в 2022 году, то есть увеличилось в 4,1 раза. В этот период общий объем выделенных кредитов составил 55 миллиардов сомони, из которых 36% приходится на производственное предпринимательство. В конце 2022 года общие сбережения населения и юридических лиц в банках страны составили 13 миллиардов. Данный показатель почти на 28% больше по сравнению с 2021 годом. Российские аналитики озабочены беспрецедентно высокими объемами оттока капитала из страны в минувшем году, обвиняя в этом в первую очередь рядовых граждан страны. Так, известный российский политолог Екатерина Шульман 3 января в своей программе «Статус» на радиостанции «Эхо Москвы» заявила, почему-то граждане как ненормальные взялись выводить свои капиталы за рубеж. Она отметила, что в апреле прошлого года Центробанк России прогнозировал отток капитала в размере 151 миллиарда долларов, что должно было приблизиться к рекорду 2014 года. Шульман подчеркнула, что в конце 2022 года Центробанк Российской Федерации скорректировал свои прогнозы на 100 миллиардов долларов. В конце года Центробанк пишет нам, что он слегка ошибся. На самом деле у них получается не менее 151 миллиарда, а 251. Давайте задумаемся над этой цифрой. Каждый 7-й доллар, заработанный в России в 2022 году, уехал. 14% ВВП, сказала она. По словам Шульман, несмотря на ограничения, санкции, железные занавесы, о которых столько было разговоров, граждане России, как оглашенные, вывозили и вывозили деньги целый год. Это действительно рекорд. Можно вспомнить такие блаженные годы, как 2012 – 53,9 миллиардов долларов, или 2015 – 57 миллиардов, вообще какие-то копейки, или 2017 – 24 миллиарда, вообще никто ничего не вывозил. И 251, еще раз хочу произнести эту красивую цифру, заключила она. Напомним, чистый отток капитала из России в 2014 году, согласно оценке Центробанка Российской Федерации, превысил все прогнозы и составил рекордные 151,5 миллиардов долларов.
Согласно последнему октябрьскому прогнозу Российского Центробанка, отток капитала из страны в 2022 году вырастет с 246 до 251 миллиардов долларов. В 2023 году рост мировой экономики замедлится до 1,7% по сравнению с показателями 3%, ожидавшимися полгода назад. Согласно последнему отчету Всемирного банка, такая тенденция обусловлена высокой инфляцией, повышением процентных ставок, сокращением инвестиций и сбоями, вызванными вторжением России в Украину. Об этом сообщает служба новостей ООН. Резкий спад экономического роста будет повсеместным. Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону понижения для 95% государств с развитой экономикой и 70% развивающихся стран. Авторы отчета и перспективы развития мировой экономики Всемирного банка указывают на то, что любое новое неблагоприятное развитие событий, как, например, более высокая, чем ожидалась инфляция, резкое повышение процентных ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии COVID-19 или эскалация геополитической напряженности может привести к рецессии мировой экономики. Это будет первый случай за 80 лет, когда в течение одного десятилетия произошли сразу две глобальные рецессии.